На Атамикен Бизнес дневной формат, актуальные темы, мнения независимых экспертов. С вами Дмитрий Матчель. Здравствуйте. Рынок труда в Казахстане продолжает штормить. В новом году почти половина сотрудников, 48% по опросу HeadHunter, планируют сменить место работы. Причем увольняются из тех сфер, которые и так испытывают кадровый голод. Это сельское хозяйство, транспорт и логистика, торговля и продажи. Причины банальные. Низкие зарплаты, отсутствие карьерных перспектив, тяжелые условия труда. Каждый пятый опрошенный вообще хочет сменить специальность. Кто бы мог подумать стать айтишником. И самое интересное, что треть опрошенных в поисках лучшей доли не прочь перебраться в крупные города – Алматы и Астану. И ведь активно перебираются. Только с начала года в столицу переехало почти 200 тысяч жителей регионов. Сальдо 50 тысяч, те, кто остался официально. Теперь вопрос. Это нормально, что проблемы занятости, да и в целом проблемы достойной жизни у нас решаются за счет перетока населения в крупные города и этой постоянной смены деятельности? Попробуем сегодня разобраться. Тема дневного формата – зарплатный кризис. Что ждет рынок труда в 2025 году? И прежде чем я приветствовать буду экспертов наших, вы, друзья, уважаемые зрители, присоединяйтесь. У нас в телеграм-канале уже идет свой опрос. Планируете ли вы менять работу в 2025 году? Там же есть варианты, но в комментариях обязательно пишите причины. Нам будет очень интересно узнать о ваших мотивах и, конечно, прочитать все это в прямом эфире. Номер прямого эфира также доступен. Он сейчас на экранах. Звоните, задавайте вопросы гостям. И, конечно, высказывайте свою точку зрения по сегодняшней теме. В студии с нами сегодня Эркин Абиль, депутат Мажилиса парламента Казахстана. Добрый день. Нурлан Утешев, заместитель председателя Федерации профсоюзов. Приветствуем вас. Подключаются к нам онлайн Марат Кайырленов, кандидат экономических наук, директор Улагат Консалтинг. Будет также с нами экономист Жанабек Айгазин, Ерлан Туктушаков, это ассоциация фермеров Казахстана. А мы указали, что АПК – это одна из тех сфер, откуда наибольший отток кадров идет, согласно этому опросу официальному. И Дильмухамед Абезов, генеральный директор ТО «Далатекс», депутат Маслихата Кызылординской области. Он нас представляет сферу промышленности. Еркин Анжелович, вы как член комитета по финансам и бюджету, как можете объяснить эту ситуацию, что у нас больше половины опрошенных хочет сменить сферу деятельности, что она недовольна своей зарплатой? Это в целом системная проблема? Это какие-то такие временные настроения под занавес года? Это проблема системная. Если мы посмотрим соотношение средней зарплаты, медианной зарплаты, модальной зарплаты и самой низкой зарплаты, минимальной, то у нас очень большой разброс. И разброс этот показывает несправедливость в оплате труда в Казахстане, которая сложилась на сегодняшний день. Минимальная зарплата в идеале по рекомендациям Международной организации труда должна быть не меньше половины от средней зарплаты. По отрасли, по стране в среднем. У нас разница между средней зарплатой и медианной зарплатой очень большая. Мы это видим. То есть у нас разница между самой высокой и самой низкой зарплатой слишком большая в Казахстане. Поэтому мы даже согласились с тем, что бог с ним, давайте не будем считать от средней зарплаты, давайте от модальной считать. Она в наших условиях реально является средней. Это 285 тысяч на 2024 год. И минимальная зарплата в идеале, она должна быть не ниже 50%. У нас в реальности, мы начинали в свое время в 2000 году, она была 20%, по-моему, от средней зарплаты, и мы сейчас пришли к тому, что она у нас, по-моему, 29 сейчас процентов. То есть мы за 30 лет не можем вот этот разрыв, снизить. Давайте, чтобы зритель наглядно сейчас понимал, о чем идет речь, потому что в цифрах в этих легко запутаться. Конечно, каждый из нас будет мерить по своему кошельку и по своему карману, но я предлагаю посмотреть на эту динамику зарплат в Казахстане и за год, и за, главное, последний третий квартал, в принципе, за третий квартал этого года. Смотрите, что видим. Средняя зарплата по стране сейчас составляет около 390 тысяч в месяц. Но, как правильно эксперты говорят, это не совсем точная картина, потому что средняя зарплата – это очень низкие доходы отдельных работников влияют и очень высокие. Поэтому есть такое понятие, как медианная зарплата. Она показывает типичный работник, сколько у нас получает. Так вот, он получает 285 677 тенге. Это цифра выше, которой зарабатывают у нас половина работников страны, но ниже которой другая
другая половина, да? Но вот если сравнивать с прошлым годом, то средняя зарплата вроде как выросла на 11,3%, а медианная на 13,6%. Но если мы берем в расчет инфляцию, то вот реальный рост средних зарплат у нас составил только 2,7%. А реальный рост медианной, ну, видимо, был еще ниже, да. Больше того, если сравнивать со средним предыдущим кварталом средней зарплаты, то они даже упали минус 3,2%. Вот здесь нам сейчас показывали. А причина-то в чем? Причина в чем? Кто скажет? Я думаю, что несколько причин. В целом, большие глобальные тренды влияют, в том числе война. Во-вторых, есть большие проблемы у нас, у самих в Казахстане, системного характера. Я опять-таки подвожу к тому, что у нас очень несправедливо распределяется сам доход между теми участниками, которые его как бы зарабатывают. Если брать, скажем, среднестатистическое предприятие, производственное, скажем, в Казахстане, то от чистого дохода, ну, в лучшем случае, порядка 30% распределяется в пользу работников, а 2/3 уходит в пользу владельца бизнеса и менеджмента. Поэтому у нас, скажем так, богатые богатеют, а бедные беднеют. Для того, чтобы это исправить, мы предлагали различные инструменты, в том числе в трудовое законодательство. Например, в квазигосударственных организациях, во всех тех организациях, где государство имеет свою долю, установить норму, что самая высокая заработная плата, которая обычно у руководителя бывает, не может превышать более чем в 10 раз минимальную зарплату по предприятию. Это приведет к тому, что если менеджмент делает работу хорошо, зарабатывает большие деньги, то он будет обязан поднимать самую низкую заработную плату на предприятии для того, чтобы себе поднять заработную. Когда вы эти предложения и кому вы скажете? Это мы еще в рамках предвыборной кампании, вот последняя, которая была в Маслихаты в конце 2022 года, у нас в программе, это у всех депутатов, кандидатов, которые шли, она была. Но это только квазигоссектор. А пока обычный да, бизнес пока не да. пойдет на это. Пока Зачем да, оно? но у, скажем, частного бизнеса тоже есть, скажем так, возможности. Например, мы часто, профсоюзы, критикуем работодателей, но среди работодателей в Казахстане есть очень ответственные работодатели. И самые лучшие из них – это как раз-таки в частном секторе. Например, только в этом году менеджмент Казхрома, насколько я помню, получил награду как лучший социальный партнер по Центральной Азии. То есть это, скажем, достаточно высокий стандарт. То же Вот это самое очень можно сказать интересно о других здесь, компаниях. да, всплывает подтекст. Я предлагаю к нему вернуться еще немножко позже. Говорят, у нас есть как раз-таки один из работников, дозвонился в прямой эфир. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте, я из Ларды. Хорошо, слушаем вас. Как вас зовут? Пенсионер, Ага. проработающий в сельском хозяйстве. Я хочу вот что сказать. Вот все это разговоры, что надо поднять зарплаты. Для этого поднятия зарплаты надо быть у государства казна полная. Без денег казны государство это ничего не могут сделать. Почему у нас не восполняется казна? Где у нас это нефть? Где наше золото, выручки, урана, месторождений? Все мы говорим, надо поднять. Для поднятия надо все эти выручки поступать государству. Вот недавно сказали, что взяли из банка столько миллиардов еще кредитов. Казахстан, мне кажется, живет только за счет кредитов. Когда будет вот в Аравии, в Саудовской Аравии, они проживают, богатеют с одним нефтью. Вы А где? у нас- Скажите, пожалуйста, да, скажите, у нас пожалуйста, только вы в какой богат- сфере, где вы сами работали вот до выхода на Я пенсию? в сельском работал, пенсионер. Ага. А вот богатство у нас столько есть, почему мы самое бедное государство. Я хотел просто уточнить, да, какая зарплата у вас была до выхода на пенсию, если не секрет, конечно.
Эх, не услышал я, сколько была зарплата. Ну ладно, собственно, да, представитель сельского хозяйства. И, судя по тому, с чего мы сегодня начали, вполне резонно объяснить этот звонок, потому что именно из сферы АПК наибольший отток идет. И вот, насколько я видел статистику, именно из северных регионов Казахстана, которая, в принципе, всегда на сельском хозяйстве и держалась. И, как мы видим, сельское хозяйство не может сегодня, видимо, предлагать достойный уровень зарплат. Марат Кайрленов. Добрый день, Марат, спасибо, что подключились. Смотрите, здесь уже у нас, ну, как минимум два мнения, да, возникло. Один от зрителей, которые считают, что нужно все забрать и раздать, поделить. А с другой стороны, вот и профсоюзы настаивают на том, что бизнес, если захочет, он имеет возможность все-таки достойный уровень ЗП обеспечивать своим сотрудникам. Вы как считаете? Действительно ли немножко жадничают работодатели у нас сегодня по Казахстану? Ну, если взглянуть в целом на показатели экономики, вот и президент у нас приводил, что доля заработной платы у нас действительно там на уровне 30%. У соседней Российской Федерации с такой же структурой экономики, то есть с развитым сырьедобывающим сектором, этот показатель в 1,5 раза выше. Ну, вот представьте, там 14-15% ВВП от 260 миллиардов долларов, да? То есть там это свыше 30 миллиардов долларов, 35 миллиардов долларов, которые действительно нашим гражданам недоплачиваются в виде заработных плат. Мы уже даже не говорим про показатели там, Центральной и Восточной Европы, где этот показатель еще выше. То есть определенные диспропорции в экономике, они очевидны. Теперь другой вопрос, как решать эти диспропорции. То есть вот у нас сейчас запущена там программа по возврату незаконно выведенных активов. Вы знаете, государство предъявило иски к 3 крупнейшим нефтедобывающим проектам там, на 120 или 150 миллиардов долларов, то есть достаточно большие и серьезные суммы. Ну а вот если брать, это такие достаточно долгоиграющие проекты, с другой стороны, очевидно, что надо создавать условия для бизнеса, да, для развития экономики. Вот один из таких показателей инвестиционного климата в стране – это показатель инвестиций к ВВП. Вот у нас в этом году, наверное, на уровне там, 13% сложится. Очевидно, что это, ну, хуже было за весь период независимости только 2 года. Это 1996 и 1997 года. Ну, тогда вы помните, там у нас останавливали инфляцию с 3000%, там своя специфика была. И вот сейчас, очевидно, надо улучшать, и те меры и решения, которые сейчас государство запускает и делает, видимо, недостаточно. Очевидно, что надо вот, принята новая концепция привлечения там, инвестиционной политики. Но, боюсь, она опять будет, ну, не даст те результаты, которые желательны. Спасибо. Женебек Айгазин, директор IRC. Добрый день. А вы как считаете? В чем у нас главный корень этой проблемы? Почему люди недовольны сегодня своей зарплатой, ну и, в принципе, условиями труда? Половина, но это серьезная цифра, почти 50%, она сегодня стремится найти себе что-то другое. И по карману, и по душе, как говорится. С точки макроэкономического взора, как сказал предыдущий спикер, да, у нас с 2000 года доля зарплат, вот если мы рассчитываем ВВП как зарплаты, как все доходы, зарплаты, поступление в бюджет и прибыля бизнеса, вот у нас доля как раз зарплат, она сократилась с 36 до 30%. В то же время доходы бюджета, как вторая составляющая, они увеличились там как раз там 7-8%. В то время как получается прибыля компании, валовые смешанные доходы, это называется прибыля компании, они остались почти те же самые. То есть, по большому счету, все вот эти новации налогового кодекса, которые с 2000 года происходили, они были оплачены за счет конкретно работников. То есть это, естественно, работодатель будет переносить налоговую нагрузку на своих работников. Ну, как бы так оно и есть. Касательно того, что, к сожалению, да, у нас зарплаты низкие, ну, можно массу причин и объяснений сказать, да, но от этого, наверное, народ не будет доволен, потому что достаточно, это как бы и легко, и сложно объяснить. Если смотреть из концепции того, что такое экономика, экономика это все-таки эффективность, это за эффективность. Если у вас растет производительность труда, то, соответственно, должна расти заработная плата. Если посмотреть, вот именно у нас рассчитывается статистика, индекс производительности труда, то есть
То есть конкретно, да, твоя выработка, да, она и в советское время тоже считалась. Она у нас стагнирует. То есть основания для, с одной стороны, роста зарплаты их как бы нету, да, но мы живем здесь и сейчас, поэтому тут, конечно, будет столкновение вот этих популистских нарративов, да, и вопрос эффективности. И тут каждый, наверное, будет выбирать ту или иную сторону. Хорошо, но вот К сожалению, представитель... экономика у нас небольшая. Спасибо большое. Вот представитель от Мажилиса, непосредственно депутат, который так или иначе может повлиять на то, чтобы эта ситуация выправлялась. А конкретные шаги-то у нас какие сегодня возможны вот в свете того, что нам эксперты говорят? Ну, смотрите, здесь совершенно правы были в том, что вопрос на самом деле сложный. У нас на самом деле зарплаты не растут в связи с тем, что мы не можем определиться, мы социальное государство или все-таки рынок должен определять. Если мы скажем, что рынок должен определять и самое на первом месте будет эффективность труда, тогда мы должны убрать все субсидии существующие. Мы должны перестать субсидировать тарифы. То есть это должен газ стоить столько, сколько он стоит на самом деле, а не столько, как вот мы держим эту цену. Мы должны перестать в регионах субсидировать коммунальные услуги. В сельской местности в первую очередь, потому что там у нас самая львиная доля субсидий, это у нас обеспечение водой, электроэнергией сельских регионов. Там сразу вырастет на порядок у нас стоимость. Мы должны перестать субсидировать транспортные услуги. Ну да. У нас вот как раз проблема в этом и состоит. Мы не можем добиться роста, кардинального роста производительности труда, потому что мы занимаемся субсидированием и сдерживаем бизнес. Но в то же время мы хотим, чтобы выросла заработная плата, а она не будет расти, если не будет расти производительность труда. У нас количество населения увеличивается, и увеличивается быстрее, чем увеличивается национальное богатство. Плюс еще то, что совершенно верно отметили, у нас несправедливое распределение просто-напросто вот этого самого национального богатства. Что нужно делать? Нужно регулировать через налоговую политику. Это прогрессивный налог индивидуально подоходный в первую очередь. Нужно обязательно налоги на роскошь. Нужно обязательно декларирование доходов для того, чтобы мы могли заняться как раз, весь вопрос как раз перераспределения национального богатства. То, что вот телезритель наш говорил, да, понятно, что он эмоционально говорил, но доля правды в этом есть. Страна зарабатывает на самом деле. Страна, экономика, пусть не так, как мы хотели, но растет 4,5-5% в год. Вопрос, почему доходы населения не растут? Вот здесь просто нужно выстроить через налоговую систему, нужно выстроить механизм перераспределения вот этого дохода. В какую сторону он будет повернут, интересно? Вот это богатый должен перераспределение платить через больше, налоговую бедный систему. меньше. Это такая банальная истина. А Марат, как думаете, поможет это? Ну, вот знаете, как понимать изменения в налоговой политике? То есть вот, к примеру, у нас говорят, как повысить доходы граждан. Вот у нас, если брать предыдущие программы, что у нас делали? У нас, извиняюсь за сленг, убеждали квазигосударственный сектор повышать доходы, зарплаты, раз. Второе, бюджетникам повышали. Но это примерно 25% экономически активного населения. Как более широкие слои, у более широких слоев повысить граждан доходы? Ну, самый простой пример. Отмените утиль-сбор и вот эти таможенные пошлины опустите на автомобили и технику до уровня 2010 года. Это, представьте, это несколько сотен тысяч автомобилей, это средства заработка для тех же такси. Сейчас мы видим, электронная торговля развивается, это вопросы доставки, то же самое в автомобиле. Вопрос развития сельского хозяйства, это чем дешевле техника, допустим, те же комбайны, тракторы, тем, соответственно, выше у них рентабельность, инвестиционная привлекательность и, соответственно, новые рабочие места. Мы говорим, у нас изношенная инфраструктура, допустим, теплосети, как их менять? То же самое, нужна техника, это экскаваторы, трактор, это же не руками будут менять. Соответственно, вот это все упирается в эти утилизборы, таможенные пошлины. Что у нас на другой стороне? У нас на другой стороне автопром, в котором работают 5000 человек. Не самые высокие зарплаты у них. То есть, поэтому здесь, мне кажется, вот эти перегибы надо одна сторона уменьшать. Второе, вот мне нравится то, что президент же подписывал указ о либерализации в экономике.
То есть у нас очень много в экономике мест, где вот монополии, олигополии, 2-3 компании, поэтому вот здесь надо их, хоть и государственные, и рыночные, их надо разрушать, раздроблять и создавать поле для развития малого и среднего бизнеса, ну и развития в целом инвестиционного климата в стране. Спасибо. Северный Казахстан дозвонился как раз до нас. Алло, здравствуйте. Да, это Северный Казахстан, Кылзатский район, Хажимуратов Дарат Мансурович. Это, знаете, у меня вопрос к вам. Вот на казахском сказали, что самая низкая зарплата на юге. Нет, самая низкая зарплата в Северном Казахстане. Самый дорогой продуктов, все это в Северном Казахстане. Мы сами ходим по хлебу, и у нас хлеб получается булка 170 тенге. Мы сами выращиваем. Вот, видите? И самая низкая зарплата. У нас 75-80 тысяч. Это куда? А еще не сказали, что пенсии поднимут, а уже продукт подорожал 2 раза. Видите? Литр молока, самый большой обработка молока у нас, молочных продуктов. Ну, самый дорогой у нас. Наше молоко в Чемкенте стоит 120, а у нас 170 она стоит, 140 стоит. Почему такое? Депутат получает 1,5 миллиона, он еще гособеспечение. Конечно, его зарплата с нашими не сравнить. Вот у нас 75-80 тысяч, все, минимальная зарплата. Как на это ответят вот эти депутаты? Если Казахстан поправится, когда вот эта Тамара Дюшкенова уйдет с парламента, со всего, тогда Казахстан будет нормально работать, нормально будет жить. Тамара Дюшкенова пока не уйдет, Казахстан нищий будет. Спасибо большое за ваше мнение. Ну, тут имелось в виду, да, Тамара Дюшкенова, но имелось в виду наверняка про министра труда Светлана Жакупова, скорее всего. Ну, хорошо, давайте теперь немножко углубимся. Для того, чтобы это сделать, посмотрим небольшой обзор от наших корреспондентов, как оно все сейчас обстоит на рынке, куда мы движемся на рынке труда. Мотор. Казахстанский рынок труда растет, но, увы, не без проблем. Это показывают данные статистики и признают в профильном министерстве. Частный бизнес создает лишь около 20% новых рабочих мест. Это в 4 раза меньше, чем в странах ОСР. Получается, что сейчас прирост обеспечивают в основном низкопродуктивные отрасли и госсектор. В стране остается нехватка квалифицированных кадров, особенно в технической сфере, медицине и инженерии. При этом переизбыток работников с низкой квалификацией. Добавим сюда неравномерное распределение рабочей силы. В крупных городах концентрация, а в сельской местности нехватка. А еще теневая занятость. Каждый 4-й из трудоустроенных по госпрограммам официально не делает пенсионных отчислений. В общем, на рынке хаотичный дисбаланс. Спрос и предложение на рынке труда не совпадают. Компании ищут специалистов с профессионально-техническим образованием, а выпускников вузов гораздо больше. Разница почти в 70%. Словом, рынок труда Казахстана ждут непростые времена. И дело не только в том, что экономика недостаточно разнообразна, но и в проблемах образования. Система не поспевает за требованиями рынка. Отсюда и несоответствие навыков выпускников запросам работодателей. Молодежь особенно остро ощущает это на себе. Плюс внутренняя миграция из сел в города и утечка мозгов за рубеж. Чтобы исправить ситуацию, государство разработало концепцию развития рынка труда до 2029 года. Ставка на развитие человеческого капитала, поддержку бизнеса, модернизацию образования, развитие программ переподготовки. И что особенно важно, сбалансированное развитие регионов. Другими словами, необходимо создавать новые точки роста по всей стране, чтобы у людей был реальный выбор места жительства и работы, а не стремление уехать только в Астану или Алматы. Удастся ли решить эти проблемы в ближайшие 5 лет? Вопрос открытый. Да, 5 лет, потому что концепция до 29 года. И сколько мы не говорим об этой проблеме, и 5 годами ранее, она вот, судя по системности, ну, по характеру системности, не особо-то и выпрямляется. Насколько это актуальная концепция в нынешних условиях, тоже большой вопрос. Давайте по АПК сейчас попробуем понять, потому что очень много мы услышали мнений, не самых хороших. Ирлан Чапаевич, добрый день, благодарим, что подключились. Вы вообще согласны с тем, что ваша сфера как раз-таки одна из тех, откуда просто бегут сотрудники, из-за низких зарплат в том числе?
Добрый день. Слышно меня, да? Да-да-да. Мгм. Спасибо. Да, такая проблема есть. Проблема, она не вчерашнего дня, даже не позавчерашнего дня. Это уже проблема за последние десятилетия. Накопилось то, что... Но я считаю, самой главной проблемой это то, что кроме, как говорится, хлеба, любому человеку, будем так говорить, насущного хлеба, ему нужно, как говорится, и досуг, и зрелище, и самое главное — образование и медицина. Для того, чтобы эту проблему решить именно в селе, все-таки правильно вот в вашем ролике было сказано о том, что кроме всего прочего развития бизнес-инициативы на селе, необходимо все-таки понимать вообще, что и как это работает, как и должно работать. Почему? Потому что каждый регион, он сам по себе индивидуальный, и как работать в регионах, как развивать конкретный регион, будь то север, будь то юг, без разницы, будь то запад, все-таки на местах, мне кажется, все-таки лучше знают, чем, например, централизованно, да? Поэтому для того, чтобы вот решить вопрос именно занятости населения, решить вопросы заработной платы, все-таки я считаю, что необходимо решить несколько вопросов. Первое — это оптимизация расходов. В частности, вот государство тратит огромные деньги на содержание госаппарата. Нужен он, не нужен. Ну, вы сами знаете без меня, что у нас государственная машина больше бюрократическая. И каждый год она создает какие-то условия для того, чтобы этот госаппарат существовал, для того, чтобы были какие-то там отписки, подсчеты. Надо все-таки сделать, даже вот господин Трамп, он создал свой департамент, да, управления госрасходами. Для чего? Он это сделал в самой богатой стране мира. Они считают, что все-таки для них это очень важно. А у нас в Казахстане, я считаю, это тем более важно. Потому что миллионы человек содержатся в госструктурах, нужны они. Ирлан Чапаевич, я извиняюсь, может, за слишком прямую аналогию, но окей, сократим. Вы что подразумеваете? Что вот эти высвободившиеся ресурсы финансовые, мы их направим на развитие, в том числе сел, развитие отрасли ПК, или как? Абсолютно правильно вы говорите. Второе, это нужно будет Там нет управлять миллионов расходами. людей. 90 тысяч работают в госсекторе. Вот депутат говорит, у нас там людей не хватает, а вы говорите, Там сокращайте. особенно в районах у нас не могут вакансии заполнить. У нас госслужащие еще в Астане, в Алмате там как бы проблем нет, но уже на областном уровне там нехватка кадров. А на районном тем более, вы в любой акимат зайдите, там куча вакансий незаполненных. Люди У туда нас, смотрите, из-за этого же можно из-за низкой зарплаты не идут. Можно я свою мысль закончу? Конечно, конечно. Второе – это управление доходами. У нас сегодня есть государственная программа, да, развития сельских территорий, однако насколько она правильна, насколько она актуальна, никто не знает. Она принята, как она будет работать и как дальше будет это все двигаться, никто не знает. Второе – это управление качеством. То есть услуги на селе, вы сами говорите, вот депутат же говорит, да, у нас нету вакансий и так дальше. Просто от того, что никто не хочет жить на селе. Вот только из-за этого у вас вакансий нет. Вот. И управление качеством услуг не только госструктур, но и того же образования. У нас миллиарды, сотни, десятки, тысячи миллиардов тратятся на образование. Насколько она качественно идет, никто не знает. Уважаемые господа, я живу сам в селе, поэтому я прекрасно понимаю, что ученик, учащийся в нашей школе, он никуда не пойдет, кроме как, будем так говорить, подметать улицы. Сколько Если там? мы будем тратить дальше средства для того, чтобы выращивать таких учеников, чтобы эти люди завтра не смогут нигде трудоустроиться, тогда мы будем так и дальше жить. У нас образование – это бездонная дыра. Почему? И третий вопрос, четвертый вопрос – это местное самоуправление. Если мы сегодня не создадим условия для того, чтобы местное самоуправление на местах именно вопросы решало, и именно насущные проблемы в селе решала, то тогда, о чем дальше разговаривать? Это все равно, что делать диагноз по фотографии. Ирлан Чапаевич, спасибо большое. Мы, в принципе, поняли, да, системная проблема. Если не секрет, в сфере АПК вот в вашем регионе сколько получает среднестатистический сотрудник?
Я не могу сказать за других, я буду говорить за свое хозяйство. У нас средний механизатор получает от 600 до миллиона тенге в месяц. Но при этом, я вам скажу, людей нету. Желающих работать дальше нету. Ваше хозяйство готово платить Миллион. до 1 000 000 тенге специалистам, которые, да, заняты в ВПК. Да, но при этом, я еще раз говорю, нет качественного образования, нет качественного здравоохранения. Ну Все. да. А средний чиновник сколько получает в регионах? Ну, 200-250 тысяч в среднем. Как думаете, это главная причина, почему? Ну, почему дело, не остаются? нет, дело в том, что действительно у нас механизаторы и в Кустанае, и в других регионах могут получать от 500 до миллиона. Но есть один момент такой. Во-первых, не все там механизаторы. Во-вторых, это сезонная работа, то есть он получает разово в течение там 3-4 месяцев летом, предположим, и всю зиму он живет на эти деньги вместе с семьей. Вот. Поэтому есть момент такой диверсификация сельского хозяйства. Вот сейчас начали как раз опыт Северо-Казахстанской области транслировать, пытается на весь Северный Казахстан, там развитие товарного, мясного, молочного животноводства, чтобы население было круглый год задействовано. Это первый момент. Второй момент, то, что совершенно правильно говорят о минимальных стандартах жизни на селе. Вот я же о чем и хочу Да, сейчас да, узнать. да. Смотрите, зарплату высокую предлагаем, да, даже если он не сезонный характер имеет. Деньги ли мешают наполнить нам рынок труда на селе? Или все-таки сопутствующие вот эти Конечно, факторы в виде конечно, это различных стандарты, отсутствие обучения, отсутствие дорог и так далее? Отсутствие медицинского обслуживания, тех же аптек, например. У нас правила для создания аптек, они рассчитаны на крупные города, соответственно, в большинстве случаев, скажем, даже в районном центре бывает тяжело открыть аптеку, не говоря уже об аптечных пунктах, скажем, в сельской местности. Остановимся пока, зафиксируем. Да, зритель есть, ждет давно. Алло, добрый день. Алло, Здрасте, как вас зовут, откуда вы? алло, Слушаем вас. здравствуйте. Как вас зовут, откуда вы? Это Суральский Махамбет. Ага, говорите. Я хочу такой вопрос задать. Наше будущее в детях. Сейчас наша молодежь уезжает на заработки за границу. Дети даже в школах мечтают уехать за границу работать. Зарплата там больше, условия хорошие. Государство, если думает о будущем, то должны сейчас поднять заработную плату для молодежи. Это же наше будущее. Ну так мы пытаемся понять, как это сделать. А вы из какого региона, напомните? Но я думаю, это выход Уральск, есть. У Уральск. нас в государстве денег хватает, по-моему. Сократите депутатов, сократите министерств. И это квазигосударственные сектора можно сократить. Как И все-таки... этих Как все-таки у нас люди считают, да, что если мы сократим сейчас повально весь госаппарат, то у нас очень много денег появится, и мы заживемся очень здорово. А вы как считаете, если мы сейчас просто вот в каждое село поставим по два современных там кинотеатра, ТРЦ, аптеку, магазин, все-все-все, чтобы, в общем, там как в столице было, все, миграция закончится? На самом деле, это вот как только что все эксперты сказали, Ереке сказал, это вопрос комплексный, это вопрос, связанный с качеством жизни. И здесь, естественно, скажем, даже объявление президентом следующего года годом рабочих профессий, это четкий сигнал о том, что и в каком секторе на сегодняшний день мы ожидаем и уже видим сейчас самый большой дефицит именно рабочих рук. На это опять-таки влияет очень много факторов, но один из таких мощных факторов, помимо, скажем, наших, скажем, возможностей, да, то, что сейчас выгребается полностью в Российскую Федерацию, все токарефрезеровщики и так далее, им ставят такие условия, которые наш бизнес представить пока не может. Но еще раз, коротко, для вас все-таки главное, это зарплата или это сопутствующие условия? Все абсолютно встречи с первичными профсоюзными организациями говорят, что в первую очередь вопрос заработной платы. Если, скажем, механизатор будет получать уже, скажем, не миллион в течение там, как посевной, так и уборочной кампании, а будет получать 2 миллиона, а наши крестьяне будут вынуждены платить такие деньги, потому что
ну, скажем, у нас здесь вопрос, скажем, будет на часы идти, да, в этот момент. Поэтому я думаю, что в этом плане, конечно, в первую очередь заработная плата. Иргам Маджолович, может быть, немножко все-таки перехожу грань между профессиональным и личным. Вы бы сами согласились работать где-нибудь в районном акимате за 200 тысяч? Нет, Не согласились бы? нет. То есть в данном случае вы согласны с профсоюзами, что все-таки зарплата это определяет? Конечно. Поэтому мы и видим постоянный переток. То есть люди начинают, вот у нас молодежь в основном концентрируется как раз на низовом уровне, в районах. И затем по мере возможности у них уже свои определенные есть какие-то амбиции, в конце концов. Они стараются переехать в областной центр. А если у вас была там аптека, все соцусловия, бесплатные обеды, школы рядом для детей? Ну здесь, смотрите, здесь это все хорошо, оно так вот кажется, да, вот по чуть-чуть бы государство не поднапряглось, да, и не сделало там везде, чтобы была аптека, кинотеатр, как вы сказали, в каждом селе. Но опять-таки, кто за все это удовольствие будет платить? Потому что мы же понимаем, что бизнес мы туда не заведем, потому что они скажут, ну извините, здесь на селе всего 50 семей, и это нерентабельно. Но я сразу говорил, что это утопия. Это утопия. Мы просто пытаемся Вот то, выжить. что коллеги сказали, вопрос эффективности. Есть и хорошие примеры, даже не выезжая из Акмолинской области, например, Родина, да? Либо Жахса. Вот сейчас в Жахсинском районе прям строят. И это, опять-таки, это почему происходит? Потому что тот работодатель, который работает на данной территории, он понимает, что кроме него этим никто не займется, никто не поставит ни кинотеатр, ни детский центр развития, если он не поставит. А он уже замотивирован, чтобы эти люди остались и работали устойчиво в его Здесь компании. есть одно большое «но». В свое время просто вот есть несколько, не только Родина, у нас несколько таких примеров есть, но там чаще всего в населенном пункте одно предприятие, где один хозяин. Да. В большинстве же у нас населенных пунктов, в большинстве сел у нас 5, 6, 8, 12 крестьянских хозяйств, которые каждое по отдельности такие условия обеспечить Ничего не не могут. может сделать. И каждый при этом стремится заработать от сезона к Конечно, сезону. ну нормально, они же для этого и создавались. Но не будем только лишь на АПК акцентироваться, потому что мы видели, что из других сфер у нас утекают кадры, ну, во всяком случае, хотят поменять сферу деятельности. Давайте посмотрим, как у нас вообще по средней медианной зарплате в стране дело обстоит. Кто и сколько получает. А медианная, напомню, это не средняя, но такой средний порог между реальной зарплатой. Смотрите, ну, как видите, в разных отраслях они сильно разнятся. У нас самые высокие медианные зарплаты выше менеджмента, стратегии, в добыче сырья, понятное дело, в IT-сфере, как уже сказано было, в автомобильном бизнесе. Кстати сказать, тут заработки у нас от 300 до 500 тысяч тенге и выше. Ну а вот безопасность, туризм, медицина, наука, образование, розничная торговля тут гораздо, конечно же, ниже, от 150 до 250 тысяч тенге. Медианные зарплаты, в отличие от средних, показывают, что большинство работников, ну, признаемся, получают не такие уж и большие деньги. Дильмухамед Абисов. Дильмухамед Муравьевич. Рады, что вы с нами. Спасибо. Спасибо. Ну, вы слышали, в принципе, нашу всю дискуссию. Я заведомо не собирался, ну, как бы целенаправленно атаковать вас различными дискредитирующими, может быть, вопросами, потому что, ну, отрасль сама по себе, отрасль вот этого легпрома, она не в самых легких условиях всегда у нас находилась и находится. Как у вас там сейчас дела? Скажите, пожалуйста, средняя зарплата какая? А самое главное, как вы решаете вот эту проблему занятости? Ну, в принципе, по легпрому даже партнеры в Турции тоже, у них тоже проблема. В Узбекистане тоже проблема. Вообще, как бы сейчас тенденция идет, молодежь отходит от производства. Они больше идут в сферы услуг, доставка. У нас средняя зарплата начинается от 200, но средняя зарплата 250-300 тысяч. И, в принципе, дальше поднимать, я боюсь, мы не можем, потому что рядом у нас Узбекистан с минимальной зарплатой. Там зарплата на порядок ниже. И тем более мы в рамках Союза СНГ беспошлинный ввоз товара. И конкурировать с ними нам с каждым годом тяжелее и тяжелее. Ну, сотрудники, я так понимаю, все-таки требуют, да, настаивают на повышении. Да. Много уходит, скажите? Нет, у нас, по крайней мере, нет. Мы пока справляемся. В принципе, я думаю, наши условия и заработная плата
соответствует. За счет этого мы справляемся, пока держимся. Но молодежь привлекать все труднее и труднее. Потом здесь и спикеры говорили насчет образования. Я тоже согласен. Вот программу, сколько мы не разрабатываем, концепции. Вообще по многим специальностям уже надо сократить. Не стоит обучать в колледжах технические специальности 3 года, 2 года. Потому что больше это образование было рассчитано на те технологии, которые создавались оборудованием. Мы работали на оборудовании, которые 30 лет могли прослужить. А сейчас технологии каждый год меняются, очень быстро меняются. В принципе, только краткосрочными курсами нам бы этого и хватало бы, если бы именно на местах они на производствах обучались. Мои коллеги с образования, наверное, будут не согласны, но я бы 70-80% сейчас уже не стоит обучать. Допустим, бухгалтера. Те же бухгалтера, нам даже не стоит 4 года их обучать. Да ну ладно, да, курсы прошел и работает. Но тут ведь круг замыкается, смотрите, круг замыкается. Вы говорите, что вы не можете предложить нормальную зарплату в условиях сегодняшней рыночной ситуации, конкуренции и так далее. Так кто в таком случае пойдет на те же 2 года учиться за ваши условные 200 тысяч при нынешней инфляции? Может быть, тут в целом нужно подходы к образованию пересмотреть? Нет, В принципе, тут по образованию-то вот эта проблема, которую сейчас спикер поднял, она уже давно обсуждается, и мы как-то уже определялись с Министерством высшего образования о том, что и боковой вход в профессию, чтобы менять можно было, без второе высшее не получать, а через курсы повышения квалификации заходить в профессию. То же самое недавно совсем поднимали вопрос как раз по возможности, скажем, работать без вот этого профильного диплома. Вот, в принципе, у нас это, я думаю, вполне можно отработать. Вот, я думаю, и профсоюз тоже заинтересован в этом. Да. Вот, это вполне можно сейчас отработать, и я не думаю, что министерство будет очень сильно против. Вот, этот вопрос давно обсуждается, и он совершенно... вот я человек, работал в образовании, я соглашусь со спикером. Но тут ведь интересно, или вы к тому, что если он будет меньше обучаться и меньше платить, а то и вовсе не платить за свое образование, то таким Нет, образом он не хотя бы может можно не платить за привлекать. свое образование, но сделать образование более гибким. Но я не пойду учиться, чтобы потом стать каким-нибудь швеей за 200 тысяч. Понимаете, в чем дело? Нет, за швею платить меньше, чтобы стать швеей, чтобы стать преподавателем вуза платить больше, чтобы занять какую-то ключевую должность в менеджменте, вот, которую показали, да, там 500 тысяч медианная зарплата, платить больше. То есть здесь нужна гибкость. Я согласен, что никто не будет 4 года учиться, платить там по 500 000 в год как минимум, чтобы потом прийти на зарплату через 4 года на 200 тысяч. Я об этом говорил, когда ректором был вуза еще. Это было 5 лет назад. В этом плане, да, действительно, на сегодняшний день формальное академическое образование, оно девальвируется. И конкретно по, скажем, рабочим специальностям, там, где необходимо среднепрофессиональное образование, там необходимо, ну, скажем, изменения. И эти изменения происходят. Но здесь мы вместе, скажем, с водой, главное нам не выплеснуть ребенка, чтобы у нас, скажем, в результате каких-то, скажем, таких резких изменений не произошло девальвации знаний. Потому что на сегодняшний день как раз-таки вот эта гармонизация, или там дуальная система ее называют, образование, когда половину времени каждый человек, получающий ту или иную рабочую специальность, проводит на предприятии. Таким образом, он сразу окунается в, скажем, получение опыта, получение практики, и в таком случае он становится более ценным. Тем более сейчас там на различных там аппаратах с ЧПУ различными, да, это все как бы, ну, достаточно новых много компетенций требуется, там понимать там азы программирования, понимать азы там выстраивания алгоритмов и так далее. Ну, потом мы всегда говорили бизнесу, вы хотите хороший кадр, хотите хорошего работника, участвуйте в процессе подготовки. Да. Тем более сейчас государство несите открывает равную все двери, ответственность с учебного заведения, договаривайтесь, своего человека туда отправляйте учиться, помогите ему с оплатой и обратно получите того специалиста, которого вы хотите. А экономисты говорят, бизнес не сможет им платить достойные зарплаты. Понимаете, в чем дело?
Ну, Потому что они все там завязаны и Не, налогами ну, высокими, и если мы кредитами говорим- огромными. Если мы говорим о таких профессиях, которые общие для любой отрасли, там бухгалтера, юристы, то мы сейчас видим, вот мы, Федерация профсоюзов, видит, что сейчас идет большой, опять-таки, тренд по изменению рынка в связи с внедрением искусственного интеллекта. То есть, если ты учишься на бухгалтера, ты должен быть бухгалтером, который может ставить задачи искусственному интеллекту и выстраивать, там, получать новые знания из тех массивов данных. Вот мы к интересному моменту подошли. Давайте посмотрим сейчас, сколько у нас получают представители таких современных профессий. Это IT. Потому что тот же опрос HeadHunter показал, что очень многие, включая девушек, сейчас стремятся войти по IT. А все потому, что... Вот, смотрим, пожалуйста. У нас начальный уровень специалистов получает от 300 до 500 тысяч, средний уровень middle, да, до миллиона, ну а там уже самые высокие сеньоры, они до 2,5 миллионов могут получать на рынке. Смотря на такие цифры, конечно же, я захочу освоить профессию IT-специалиста. Но там еще плюс в зависимости от направления. Если ты просто там техникой занимаешься, то тебе еще там ты на 42% больше получаешь. Если коды пишешь, то почти на 40%. В этой связи вопрос, уважаемые экономисты. Может быть, мы сейчас немножко не в ту сторону смотрим, когда пытаемся решить вопрос справедливости зарплат. Скажите, пожалуйста, может, нам в целом нужно вот этот вот трудовой рынок, проблему трудового рынка пересматривать? Не уповать на АПК, из которой все бегут, например, а, не знаю, взращивать новых специалистов. Да, Марат Жанибек, скажите. Начну тогда. Еще раз повторю, вот очевидно, что надо либерализовывать рынок в Казахстане. То есть вот государство, когда навязывает нам вот тот же автопром такими мерами, да, там сверхзаградительными мерами, и мы видим, что вот за последние 10 лет вот Всемирный банк отметил, что в Казахстане средняя заработная плата в долларах, она вот только вообще вернулась к своему десятилетнему уровню. То есть 10 лет она у нас несколько лет падала, потом потихоньку росла, и сейчас только мы пришли на уровень 2014 года. Ну и то это только номинально. То есть в Америке тоже есть инфляция, и те $800, которые там 2014 года, это сейчас около там свыше $1000. То есть мы даже до того уровня не дошли. У нас рынок труда весь в таком сложном положении. Поэтому, если, я же говорю, если снизить вот эти таможенные пошлины до уровня 2010 года, мы можем увидеть создание нескольких сотен тысяч рабочих мест, когда люди сами будут себе зарабатывать. Это там и повысить нашу конкурентоспособность в сельском хозяйстве, в целом ряде отраслей. Это одно направление. Второе, вот в части либерализации, то же самое, вот Северо-Казахстанскую область берем, почему там низкие доходы? Один из таких ключевых факторов в сельском хозяйстве – это то, что там латифундисты, то есть там доминируют крупные компании. Там вот вытеснили вот этих мелких фермеров, там их процент очень небольшой. И, соответственно, они уже, знаете, диктуют и заработные платы своим работникам, они диктуют, допустим, за земельные паи. Там, допустим, у фермеров они платят в несколько раз выше, чем у крупных компаний. То есть представьте, там судиться какому-то мелкому держателю земли с какой-то с крупной корпорацией, в которой сотни миллионов долларов обороты, это сложно. Спасибо большое. Да, но мы еще раз приходим к выводу, что все-таки помимо создания прочих условий и условий в экономике, нужно еще и, чтобы бизнес эти условия создавал на местах, не жадничал в кавычках. Жанибек Жумалович, коротко, ваше резюме по сегодняшней теме. Как нам быть с этим уровнем? Потому что ведь сейчас есть такое мнение, что не зарплаты у нас стоят на месте, но инфляция слишком большая, поэтому у нас все так происходит. Если коротко. Если коротко, к сожалению, мы, наверное, зарабатываем столько, сколько позволяет наша экономика. Если мы говорим сельское хозяйство, ну там столько, наверное, населения нам не нужно, да, там 40%. Доля сельского хозяйства, ну в лучшем случае 3-5%. А мы там держим населением 40%. Насколько оно продуктивно, первое. Второе. Тенденция оттока, внутренней миграции в большие города – это общемировая тенденция. Мы никуда от этого не денемся. В любом случае, люди едут не только за зарплатой, но и за будущим, да, комфортными условиями. Они же не ради того, чтобы хотя бы там был только хлеб там, и масло. Они же за другими услугами еще едут в города. В любом случае, это общемировая тенденция, с этим мы по-любому столкнемся. Отток будет туда. И мы ничего это не сделаем, это естественно. Третье, самое основное.
рабочих специальностей и вообще научно-технический прогресс, искусственный интеллект. Это про то, что рынок наемной занятости будет сокращаться по-любому. Поэтому надо думать о том, чтобы, давайте, наверное, чтобы мы растили нормальный человеческий капитал и чтобы стали предпринимателями. А куда деваться? Спасибо. Каждый в будущем будет работать сам на себя, исходя из своих умений и опыта. Интересное мнение, я как раз об этом, собственно, и хотел спросить. А вот что касается... что касается результатов опроса, то наш опрос в Телеграм-канале показывает, по большому счету, те же, собственно, тенденции. 31% считает, что, точнее, не считает, а он ищет работу. В 2025 году он ищет новую работу. Причины, я полагаю, все те же. 24% пока не планируют, 12% думает не о смене работы, а о новой должности. И 15% хотели бы, но ничего подходящего не видят. Ну и еще 14% наших зрителей работают на себя и будут смотреть по ситуации, будут смотреть по рынку. Благодарю вас, уважаемые эксперты, за ваше участие, за ваше мнение. Дневной формат каждый день выходит в 2 часа. До завтра.